Всем привет! Мы сегодня тестируем новый формат диалога, потому что мы с Владом не договорились на это воскресенье, у нас не получилось, будем надеяться, мы увидим его в следующее воскресенье. Значит, кратко для Влада и для всех под запись рассказываю. Мы с замечательными ребятами из Ижевска планируем снимать этно-хоррор по удмуртским народным сказкам, мифам, легендам. Вот. Ребята строят свою, задумали глобальную создать индустрию, основанную своими собственными силами. Провинциальными, национальными, этническими, языковыми. Вот. Они позвали меня в качестве такого сценариста. Я был в армии, я был санитар-инструктор, здесь я буду сценарист-инструктор. Я пишу сценарий и объясняю ребятам, как я это делаю. И сегодня вот у нас в гостях такой экспериментальный формат беседы диалога, который, я надеюсь, будет расширен на много других классных людей. У нас Владислав Дикарев, автор многих короткометражных фильмов и такой ярый сторонник, адепт борьбы за партизанское, независимое, этническое, все местное. Вот, и против такой классической киноиндустрии, в которой продюсер все решает. Вот мы сейчас вроде мы проверили звук, должно все писаться нормально. Вот. Все слышно. Меня слышно? Да, но тебя слышно. Вот я вроде все, звук я поставил, все пишется, мы проверяли до этого. Вот, сегодня у нас будет такой формат, в котором Влад будет рассказывать, я буду задавать вопросы, если меня что-то заинтересует. Сегодня наша цель с Владом – это вдохновить, зарядить энергией и убедить в том, что вся эта затея не даром, а очень нужна и, более того, мейнстримная. Вот, несмотря на всю свою, кажущуюся маргинальность и потенциальность, это совершеннейший мейнстрим. Децентрализация, местничковость, меньшинство – все это дико модно, популярно. Вот одна из создательниц этой идеи хочет попасть на Sundance. Я уверен, что с чем-то подобным вполне мы можем попасть на Sundance. Вот Влад не даст соврать, что это легче, чем кажется на самом деле. Этот якутский фильм «Мой убийца», по-моему, в 2017 году даже номинировался на «Золотой глобус». То есть вот всякие Т-34 не доехали до «Золотого глобуса», да, а «Мой убийца» доехал. Бюджет у него был, по-моему, то ли 7, то ли 8 миллионов рублей. То есть это как бы крупнобюджетка по их формату. Но в целом, да, если в Москве вы скажете, что можно снять фильм там за 5 миллионов рублей, да, вам рассмеются в лицо. Да. Так, Влад, у меня к тебе первый вопрос, который тебе даст максимальную свободу и в то же время, подтолкнет нас в нужном направлении. Итак, ребята решили создать свою киноиндустрию, решили создать свой фильм. Почему у них получится? То есть мы сейчас разговариваем об одном фильме или все-таки мы говорим о более глобальных задачах? Давай начнем с одного фильма, потому что мы считаем этот фильм первым шагом индустрии. То есть мы не начинаем с всякой бюрократии, мы начинаем прямо сначала. Написали сценарий, готовимся к съемке. Вот. И дальше почему получится? Но что касается одного отдельно взятого фильма, да, то это определенно более чем реально, потому что мы живем в 21 веке. Когда вот мы с тобой, Вова, только начинали учиться этому всему делу, на дворе был 2009 год, и тогда нельзя было помыслить, что без бюджета можно создать хорошую картинку, да, что это может выглядеть не так по-ублюдски. Мы снимали на мини-DV-камеры, да, на эти мелкие видеокассеты, да, и переводили изображение в черно-белое, потому что в черно-белом оно выглядело чуть-чуть по-кинематографичнее. Не такое уебищное, короче. Да, цветное выглядело просто чудовищно. И тогда вообще невозможно было подумать о том, что у тебя будет там 10-15 тысяч рублей, и ты можешь сделать что-то, что можно показывать на большом экране. Но 2009 год ознаменовался выходом зеркальной фотокамеры Canon 5D Mark II, которая, я думаю, что Canon даже не поняли, что они сделали, потому что это была революция. На этот фотоаппарат можно было снять видеоизображение, которое было Full HD, у него была достаточная глубина резкости, у него был достаточный динамический диапазон для того, чтобы это выглядело как кино.
Да, у него были некоторые проблемы со съемкой с движения, да, она получалась немножко, ну, чересчур видео, но статичные кадры, да, они были очень кинематографичны. И с тех пор, да, практически все ринулись снимать короткий метр, полный метр на эти фотоаппараты, да, потом им на смену пришли беззеркальные фотоаппараты, и сегодня мы уже имеем огромный парк техники, который там колеблется буквально от бюджета в ноль, потому что до сих пор можно взять тот же самый Canon, да, даже более мелкой серии, там 550D, который, например, его можно купить на Авито за 5000 рублей целиком с объективом, вот, и это все вот даст вам нормальную картинку. А если у вас есть хотя бы чуть-чуть какой-то бюджет, да, то тут уже возникают и Blackmagic, и всякие Fuji современные. А если есть бюджет еще побольше, да, то можно взять какой-нибудь Red. Ну, то есть не нужно больше связываться с кинопленкой, да, не нужно связываться с этими лабораториями бесконечными, не нужно нанимать по 10 грузовиков, которые будут возить за вами весь этот никому не нужный железный скарб со всякими рельсами там и прочей ерундой. Дело в том, что вот до появления всех этих цифровых технологий кинопроизводство, оно было очень элитарным, очень закрытый мир, да, в который невозможно просто пройти, просто потому, что порог входа чисто финансовый и чисто технический слишком высокий. И если мы посмотрим, там, как начинали всякие великие, да, на этом всем поприще, то им приходилось где-то находить, ну, действительно ощутимые деньги, там, 100 тысяч долларов, 300 тысяч долларов, $1 миллион, чтобы можно было просто работать с пленкой, просто снять какой-то фильм. В связи с этим и короткометражное кино было очень плохо развито. Если мы посмотрим, там, дебютные короткометражки всяких Лукасов и Копполов, то это выглядит просто жалко, Ну, потому что... Даже клерки вот были сняты за 35 тысяч долларов, как я понимаю. Причем большая часть ушла именно на постпродакшн. На пленку, на проявку пленки, на монтаж, да, на озвучание, потому что цифровые технологии тогда еще, они уже появились, да, то есть можно было монтировать уже на компьютере, но снимать на цифру еще было невозможно. Но, кстати говоря, клерки, вот да, по-моему, около 30 тысяч долларов были сняты, а вот музыкант Родригес, Эль Мариночки, в 93-м году, он был снят за 6, по-моему, тысяч долларов. И это боевик. То есть в Мексике, да, там, не в Мексике, в Техасе Родригес со своими испаноговорящими друзьями снимает боевик, в котором они друг за другом носятся, стреляют, перепрыгивают с одного балкона на другой, ездят на машинах. Все это там даже видно, что они по одному и тому же кварталу носятся. Но это было сделано так лихо, да, это было сделано так, с такой энергией, что Родригесу это дало билет в Голливуд. Хотя, как бы, ну, за 6 тысяч долларов даже сегодня, да, очень мало кто снимает фильмы. Если бы у Родригеса была возможность начинать сегодня, я думаю, музыканта снял бы там за банку Пепси буквально. Вот, потому что не нужно было бы там брать эту пленочную камеру Arriflex. Это, кстати, замечательная история, да, он же не умел снимать на нее. Он взял у какого-то приятеля эту камеру Arriflex 16 миллиметров, не знал, как снимать, у него не было оператора, он просто позвонил в представительство Reflex в Соединенных Штатах, сказал, какая у него модель на руках, и попросил по телефону объяснить, как нужно ей пользоваться. Вот, они ему объяснили, он снял целый фильм, да, и сделал себе карьеру. Сегодня все это гораздо проще. Сегодня мы можем взять действительно там цифровой фотоаппарат и отбабахать, в общем-то, неплохое кино. Был бы материал. iPhone, можно снять iPhone. Да, можно взять iPhone, можно взять, ну, у Samsung похуже камеры, да, но тоже, в общем, неплохие. К сожалению, вот с мобильными телефонами есть проблема, что если это не iPhone, да, то все остальные резко начинают проигрывать по изображению. Вот, поэтому как бы я считаю, что с мобильными телефонами, да, это потенциал, но пока еще, если у вас нет денег на iPhone, да, то задумываться об этом бессмысленно. А стоимость iPhone, да, примерно совпадает со стоимостью там одного из низких вариантов Blackmagic. И тут уже, да, вопрос, как бы, что вы выберете, потому что Blackmagic все-таки кинокамера, да, он позволяет там чуть-чуть большие вещи делать, да, там больше приемов использовать. С другой стороны, если вы хотите снять весь фильм там из аптечки или из, не знаю, из раковины, вот, то Blackmagic туда не влезет, да, и туда как раз надо положить какую-нибудь очень маленькую камеру, как iPhone. Тут то опять же все зависит от задачи. Я буду иногда перебивать, потому что, ну, то есть как итог, сейчас технические возможности невероятные. Да, они безграничны. До создания графики, вплоть до съемок, практически все, что в 90-е годы наши любимые фильмы снимались на более убогие вещи, чем есть в каждом нашем телефоне. Да, абсолютно согласен. Причем дело не только в камерах. Дело еще и в том, что сейчас очень доступны там монтажные программы, да, звуковые программы.
в принципе, вполне можно позволить себе для записи на площадке какой-нибудь неплохой цифровой рекордер, который там укладывается в стоимость целиком покупки, там, в 10 тысяч рублей, и он запишет хороший звук. И вот у меня в связи с этим есть такой вопрос. Меня, кстати, очень удивило, что ребята именно больше интересуются творческими моментами, чем финансовыми. То для них, ну, то есть для них важнее это то, как что-то придумать, как воплотить это именно творческие стороны. И в связи с этим вот тебе именно такой вопрос, что почему именно люди незашоренные, люди, которые только начинают свой путь в кино, они более перспективные, чем те, кто уже старый, изможденный и 100 лет занимается индустрией. Почему это с творческой точки зрения более эффективно, более интересно? Ну, ответ самый такой лежащий на поверхности, да, он довольно очевиден, потому что у этих людей есть страсть, у них есть энтузиазм. Они делают эти фильмы не потому, что они хотят заработать себе там на ипотеку, да, там, на квартиру. Они делают это не для того, чтобы размахивать трофеями и таскать себе всяких шлюх в постель. Вот, они делают это для того, чтобы рассказать свою историю, чтобы установить диалог с какой-то аудиторией, да, вступить в эту беседу и поделиться тем, что их действительно волнует. И в этом смысле я считаю, что приход таких энтузиастов в кино – это будущее, потому что кино в связи вот с этой его новой технической базой, оно очень сильно демократизируется. Больше нет вот этой элитарности, не нужно просить унизительного разрешения у какого-то кинопродюсера, чтобы он позволил тебе снять фильм. Вам не нужно его разрешение. Вы берете и снимаете свой фильм так, как вы это хотите, и снимаете о том, о чем вы хотите. Тут, конечно, есть подводные камни, да, потому что можно наделать просто самых простых, элементарных ремесленных глупостей, да, когда вы, погнавшись за вот этим творческим порывом, вы начнете делать какие-то элементарные ошибки, и будет это выглядеть так, как текст, написанный просто безграмотно, да, где там в каждом слове ошибка, не расставлены запятые, не поставлены точки, и ни один читатель не сможет это прочесть. Но это как бы уже следующий вопрос. В принципе, ребята, собственно, для этого меня и позвали, для того, чтобы я мог им, привлекая людей, своих знакомых, друзей, и самому увлекаясь этим, позволить им избежать этих ошибок. Да, и, в общем, если подтянуть ремесленную часть, да, то энтузиаст может свернуть горы. Он будет так гораздо интереснее, чем любой студийщик. Вот, ты знаешь, да, я люблю... какой-нибудь. Я как кинокритика, как зрителя, как любителя этого всего. Какой пример ты привел? Что касается энтузиаста, да, концентрация такого энтузиаста, концентрация такого кинопартизана – это тот самый Родригес, о котором мы только что говорили. То есть у человека не было ничего, он вообще ничего не умел, не было никакой студии. Еще в Мексике, он еще в Мексике был. Да, там это граница Техаса и Мексики, это никакой не Голливуд. Вот, это, в общем, бедный штат, да, бедное население, у него еще многодетная семья. Да. Владивосток. Ну да. Махачкала, вот такой уровень, да? Типа того. И человек берет и снимает свой фильм, написав сценарий там вместе со своими друзьями, причем мы знаем даже, он уже писал об этом, что он написал сценарий совсем не по форме, он не знал, как его надо оформлять, да, это просто как какое-то такое любительство концентрированное, но этот энтузиазм он все окупил. Причем он бюджет этот даже собрал, у него даже этих денег не было. Он согласился на какую-то медицинскую авантюру, там быть подопытным кроликом на каких-то... медицинских препаратах, да, он как бы получил деньги за то, что его там шпиговали какой-то непроверенными медикаментами. Вот, и когда уже фильм был готов, то есть фильм уже был сделан, вот тогда уже начались там его разговоры с какими-то крупными студиями, чтобы это увидели самая там широкая аудитория. Вопрос такой, мы все-таки больше про Россию сейчас говорим и про наше национальное кино, вот именно в этом разрезе существует ли такая штука, что сейчас, делая фильм, вот этнический фильм, ребята будут не просто, не просто его сделают и закончат, что это будет заметное явление? Ну вот с этническими фильмами как раз это хорошо. То есть именно то, что он этнический, это очень большой плюс в рамках российских реалий. Потому что, во-первых, у нас не очень развита, в принципе, прокатная система. Поэтому как бы обычные русскоговорящие фильмы, да, которые про обычную там российскую действительность, они очень нужны, но их негде показывать, и никто не будет их поддерживать, и никто не купит их в прокат. А у якутских, например, вот этих ребят, которые за 15 лет построили эту свою индустрию, которые теперь все удивляются, ставка изначальная была сделана как раз на этнический мотив. Именно это позволило им договориться, например, с местными кинотеатрами.
якутскими, которые как бы согласились прокатывать фильмы, потому что они были сконцентрированы на якутской культуре, да, на якутской истории, на якутском языке. И это как бы породило интерес в том числе у якутского зрителя, потому что про него никто кино не снимает. Голливуд не снимет про якута, Москва не снимет про якута. А вот Якутия снимет про якута, и якут хотел бы это посмотреть. Да, они Ребята показывали мне, какой огромный. Я сейчас изучаю все эти вопросы. Я Мгм. удивился, насколько много действительно сделано вот, в Ижевской национальной библиотеке и другими людьми, которые действительно очень серьезно подходят к вопросу сохранения национальной культуры. То есть для меня это было открытие, потому что я считал, что у нас что-то подобное только в Казани есть. И что это, Мгм. то есть, а на самом деле, по-настоящему, то есть я наткнулся огромное количество литературы, каких-то живописи, каких-то местных тусовок, а давайте мы соберемся, сделаем национальный костюм, а давайте мы сделаем национальную эту. Очень огромное количество людей реально интересуется этим, реально заморачивается, сохраняет это все. Именно то, что делают ребята, это как гребень волны, как вершина айсберга того, насколько вот в республике развита эта тема. И они бы хотели с помощью этого фильма именно презентовать себя, нанести себя, точку на карте нанести. Смотрите, мы удмурты, и мы существуем. По крайней мере, как я Ну, понимаю их задачу. Я, например, не знал о том, о чем ты говоришь, да, но это дает очень серьезное подспорье. То есть это в гораздо большей степени дает основания надеяться на то, что кино получится, и оно найдет своего зрителя. Да. Потому что у нас уже есть база зрительская. Зритель, подготовленный к тому, что он интересуется этой темой, он захочет это смотреть. А значит, да, на вот таком региональном уровне это имеет все основания на успех, если хватит воли, решительности, энергии для того, чтобы пройти путь от создания сценария до завершения там монтажа и мастеринга звука, потому что, ну, понятно, что это на самом деле очень, трудно. Вот. Но если это пройти, то я уверен, что можно надеяться на успех, по крайней мере, региональный. А если это как бы даст определенный инфоповод, то, возможно, и как бы федеральный, а может и международный. Хорошо, а вот вопрос такой, а вот как ты считаешь, жанр ужасов подходит для этого, ну, для такого старта? В чем его плюсы? Почему стоит выбрать именно его? Но я, к сожалению, да, к своему стыду не очень знаком с фольклором, да, местным, то есть на основе чего будет делаться такая история. Я просто не знаю, в чем как бы, ну, такая магистральная линия этого фольклора. Но, в принципе, мифология как основа хоррора – это такое общее место, то есть вампиры и оборотни, да, откуда они пришли? Они пришли, конечно, из вот этих всех мифологических верований и всего такого. И я, в общем, думаю, что как раз хоррор, да, лучше всего подходит для этого. Ну, если мы не берем этнический фильм в чистом виде, как, не знаю, как «Пегги и пес, бегущий краем моря», да, идем все-таки в какую-то жанровую такую вещь, то как раз хоррор, он в наилучшей степени раскрывает такие вещи. Почему? Потому что, во-первых, он увлекательный, да, то есть это зрительский жанр. Во-вторых, у него большое количество поклонников. В-третьих, он позволяет скрывать всякие внутренние заложенные социальные, общественные, там, исторические и прочие корни, да, то есть через форму увлекательного такого рассказа, в котором происходит что-то ужасное, пугающее и так далее, рассказывать о реальных вещах, которые происходят с этим этносом, с этим обществом, да, в сегодняшний день или происходило там в какой-то прошедший день, да, но имеет значение для этой местности и так далее. То есть, ну, мы знаем довольно много примеров, когда такие вещи получались. Кстати, те же якуты довольно много занимаются, насколько я знаю, своими ужастиками, триллерами, и это тоже у них магистральный жанр. Ну, то есть ребята угадали с темой, национальностью, угадали с жанром и правильно поняли, что нужно приглашать профессионалов индустрии, а не просто строить от ничего. Я думаю, что да. Я думаю, что это, ну, по крайней мере, есть все основания полагать, что это сработает. То есть им интересно именно пройти этот путь сначала, причем не просто давайте мы сделаем, а вы нам подскажете, давайте вы нам просто покажете все, вот как вы будете делать. Я поэтому то есть, очень как бы... загорелся, потому что я так же, как и ты, узнав об этом, думал, блин, все получится. Ну, в смысле, они все правильно поняли. Вот так и надо делать. Да, на коленке ты можешь это слепить.
Ну, не лучше ли научиться? И они именно вот так подошли, это меня потрясло, конечно. Я прям загорелся Ну, очень это сильно. просто позволит сэкономить время. То есть можно было бы прийти к этому же самому, снимая там 5-10 лет, да, один плохой фильм за другим. Как Но мы с как бы тобой. так это, да, так это позволит просто сэкономить время. Да. Мы когда обсуждали наш будущий диалог, ты в качестве отдельного пункта выделил такое, как дисциплина и самоограничение. Да, Объясни, пожалуйста, что ты имел в виду, мне очень интересно. что я имел в виду? Когда у вас есть большой бюджет, действительно большой бюджет, там 60 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, там 300 миллионов рублей и так далее, до плюс бесконечности, то вы можете, в принципе, все деньгами закидывать, да, брать самый простой путь, которым все идут, да, прикидываться голливудскими ребятами и как бы все топить в деньгах. Это не значит, что получится хороший фильм, но, по крайней мере, у вас есть такая возможность, вам не обязательно ничего придумывать, можно не считать деньги, и как бы получатся лютые перерасходы, да, в кино в конце концов получится, ну и ничего страшного, у нас было много денег. Знаете, как Америка во Вьетнамской войне, да, их было слишком много, у них было очень много денег, но как бы ни к чему это по большому счету не привело. Партизаны победили. А, да, победили партизаны, которые, значит, босиком носились по этим джунглям. Когда у вас ограниченный бюджет, то нужно постоянно пересчитывать, постоянно вести подсчеты, думать о том, без чего можно обойтись. Потому что как бы я очень много видел режиссеров, которые в коротком метре, это тоже распространено, которые пытались сделать свое кино, у них было, например, не очень много денег, скажем, 1200 или 300 рублей. Они не тратили время на то, чтобы свести дебет с кредитом, да, посчитать, где можно взять технику подешевле, без чего можно обойтись, где можно взять бесплатную локацию, где можно сэкономить здесь, сэкономить здесь. Они не занимались этим. И в результате их фильмы просто погибали. Потому что непроведенное планирование может поставить крест на всем благом начинании. Потому что кино, даже малобюджетное, даже партизанское, это производство. Вот. Представьте себе, если мы возьмем там реальных партизан, сколько продержатся в этих джунглях реальные партизаны, если не будут планировать тактику и стратегию, если они будут просто выскакивать, значит, на армию в пятером, да, стрелять на них в упор, сколько бой продлится? Секунд 15, ну, может быть, там 60, после этого всех этих пятерых людей перебьют, и никакой революционной борьбы не получится. Вот. Влад я прокомментирую. Влад просто фанат, он много лет занимался изучением революции русской, чтобы писать сценарий. И поэтому у Не него только, все да. примеры такие. Давайте мы кого-нибудь на тачанке стреляем. Нет, на самом деле, кроме шуток, я опять это порекомендую, ты этого знаешь. Лучшая книга для партизанского кинопроизводства – это «Партизанская война» Эрнеста Че Гевары. Вот. Лучшая книга для того, чтобы понять, что надо делать. Да, это хорошо. Но на самом деле, вот мы сегодня с тобой, как ни странно, то есть я планировал тебя, ну, то есть на этот, ну, на серьезный разговор по бюджетам, сметам и всему остальному позвать, когда у нас будет хотя бы битшит или эпизодник. Чтобы ты мог свежим взглядом на него взглянуть и понять, что из этого дорого, что из этого стоит подкорректировать. Сегодня мы в основном, наша беседа сегодняшняя короткая, она в основном о том, о творчестве. Она про творчество и про мотивацию, про то, что, ну вот ребята просто они нашли меня, типа я вот первый, кто с ними говорил. Мне важно подтянуть к людям, ну показать людям, что на самом деле то, что я думаю, это не только мои мысли. То большая часть людей, которые в принципе занимаются индустрией, услышав о таком проекте, поверили бы в него. Про то, что ребята действительно очень правильно поняли, что главное это творчество. Главное это разобраться, как это сделать. То есть мой план был в том, что одновременно с тем, что я пишу сценарий, я рассказываю, как я пишу сценарий, постепенно, раз за разом, там раз в неделю у нас сбор, я пишу, параллельно, значит, объясняю, что пишу, и параллельно люди, которые участвуют в индустрии, объясняют, почему вот это тоже хорошо. Сегодня мне для тебя с тобой было интересно именно поговорить о том, почему сама эта творческая идея сделать технический ужастик со своими людьми, со своими техникой, со всем остальным, почему это хорошая идея, почему она обязательно получится, потому что это хорошо, и почему это может иметь успех больше, чем они даже могут себе представить. Вот. Это вопрос? Почему это будущее? Почему за этим будущее? Вот о чем я хотел с тобой поговорить.
Ну, почему будущее, да? Ну, вот опять же, да, мы опять вынуждены возвращаться к этим якутам, потому нет, что... я прокомментирую, что я имею в виду под будущим. Что Да. поскольку кино планируется примерно за год раньше, чем написание сценария, начинается примерно за год-полтора до того, как он будет снят. Соответственно, ты снимаешь это не для сегодняшнего дня. Мы сейчас должны угадать, что будет хорошо через полтора года. Но Вот, что... если мы угадаем, то мы, как ребята из эпидемии, просто порвем рынок. Которые просто угадали, что будет ковид, и все у них получилось. То же самое, почему этнокино будет популярно не сейчас, почему оно будет популярно через год, через два, через три, и почему этот интерес будет только нарастать? Вот такой у меня вопрос. Ну, во-первых, я думаю, что этнокино уже сейчас популярно и будет поэтому популярно дальше. Оно сейчас только на своем взлете, да, мы видели очень мало примеров, и те малые примеры, которые мы успели увидеть, они показались нам очень интересными. Поэтому как бы сейчас как раз самое время для того, чтобы запускать такие вещи, ибо это направление еще не вошло в этап своей зрелости. Да, ему еще нужно накопить определенный потенциал, да, и как раз вполне возможно, что вот этот фильм, которым вы занимаетесь, он как раз в эту зрелость сможет вступить, да, сможет сказать еще одно слово в этом направлении, да, и будут не только якуты, да, а добавятся еще какие-то другие этносы, да, другие национальности. Башкирия еще, вот Янмеш и вот парень-то, господи, с нами-то учился. Кто Янмеш снял? Башкир, вот башкирский. По-моему, он киргиз. Киргиз? Нет, я думал, что он Башкирию снимал. Да? Ну, может быть, я может почему-то быть, он отпечатался, что он какой-то уфимский парень. Может быть, я, к сожалению, не помню. Я помню, что откуда-то оттуда. Я думаю, что, да, в принципе, это может развиться именно потому, что будут подключаться постоянно другие дополнительные этносы. Почему бы не чеченцы, почему бы не даги, да, почему бы не татары. Вот, я, кстати, видел несколько чеченских короткометражек, это было довольно любопытно. Да, просто они пока вроде не начали делать там дальнейшие шаги, но это может быть интересно. Казахи, да, уже давно пытаются. Вот, это, конечно, как бы не на территории Российской Федерации, но у казахов с кинематографом, в общем-то, сейчас все в порядке. Вот, то есть они, в принципе, делают недорогое, качественное жанровое кино, и у них индустрия, в общем, нормально работает. Почему это еще будущее, мне кажется, вот если исходить из твоего вопроса? Дело в том, что есть некая тенденция постоянной децентрализации, да, то есть все устали от вот этого одного кулака, который как бы вот все делает, все в Москве или там еще в какой-нибудь столице, да, что все вот это вот такое очень централизованное, очень авторитарное, прямое, как шампур, это все уже прошлый век, да, потому что есть интернет, есть цифровые технологии, есть возможность постоянного обмена мнениями, постоянного обмена позициями, культурными какими-то особенностями и так далее. И начинается эпоха такого настоящего интернационализма, да, когда мы все друг с другом постоянно взаимодействуем, постоянно друг с другом в какую-то такую химию вступаем. И здесь не нужен никакой вот такой не нужна никакая руководящая роль партии, да, она только вредит. Вот, и я думаю, что чем дальше, и мы видим то, что в мире происходит, да, что, в общем-то, нарастают определенные демократические тенденции, и эти демократические тенденции, они неминуемо отразятся на культуре, неминуемо. И такие вот начинания, в том числе этническое кино, это, конечно, что же это еще, если это не проявление такого кинематографического демократизма?